Мы часто слышим о диспансеризации, но зачастую воспринимаем это обследование как формальность. Однако Минздрав России особый акцент делает также на репродуктивном обследовании, которое входит в программу диспансеризации не первый год. Почему так важно взрослым людям, которые уже имеют детей, ну или только планируют в дальней перспективе детей, так нужно идти в поликлинику специально именно по этой части? Здравствуйте. Об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Я представляю гостя в студии Жзида Юлбарисова, заведующая Центром охраны здоровья, семьи и репродукции Республиканского медико-генетического центра, главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Министерства здравоохранения Республики Башкортостан. Резида Арифовна, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, мы с вами говорим о репродуктивном здоровье. И расскажите, для того, чтобы пройти именно этот вид обследований в рамках диспансеризации, нужно отдельно пойти в какую-то другую поликлинику, к другому врачу, отдельное время запланировать? Как это проходит? Диспансеризация с целью оценки репродуктивного здоровья проводится среди граждан от 18 до 49 лет. Мероприятие проводится в комплексе вместе с профилактическими медицинскими осмотрами и диспансеризацией взрослого населения. Проводится у мужчин врачами-урологами, у женщин врачами-акушерами-гинекологами по месту прикрепления. Абсолютно бесплатно. Это некий чекап, который ежегодно предлагает пройти Министерство здравоохранения Республики Башкортостан для того, чтобы граждане понимали состояние своего репродуктивного здоровья. Так как выявление заболеваний репродуктивной системы на ранних этапах развития гораздо легче лечится, кроме выявления заболеваний репродуктивной системы, одной из важнейших задач этой диспансеризации заключается в оценке фертильности, то есть способности зачать ребенка. Это особенно актуально для тех граждан, которые у нас в будущем планируют иметь детей. А для тех, у кого эти планы закрыты, в принципе, это поможет выявить заболевания, в том числе и факторы риска развития заболеваний репродуктивной системы. И также в рамках диспансеризации с целью оценки репродуктивного здоровья проводится комплекс онкоскрининга, что имеет очень большое значение на сегодняшний день в том числе. Резида Арифовна, вот уже проводится, я говорила о том, что это обследование не первый год в рамках диспансеризации. Есть какая-то статистика о том, что выявили, например, больше болезней бесплодия или там онкологию выявили? Да, действительно, диспансеризация у нас реализуется третий год с 2024 года. Вот по итогам предыдущего года, 2025 года, у нас диспансеризацию с целью оценки репродуктивного здоровья прошло более 800 тысяч человек. У каждого пятого из них мы выявили заболевания репродуктивной системы. И, к сожалению, среди них, да, есть онкологические заболевания. У женщин это около 250 случаев, у женщин репродуктивного молодого возраста. Но все эти случаи выявлены на ранних этапах развития, соответственно, и лечение, прогноз у этих женщин будет благоприятный. Поэтому, в общем-то, мы и рекомендуем проходить эту диспансеризацию, несмотря на наличие жалоб в состоянии здоровья, просто в качестве профилактических осмотров ежегодно. Но диспансеризация, именно репродуктивное обследование, это отдельная процедура? Нужно отдельно идти или нет? Вот один из самых больших вопросов это, это же опять время. Она проводится в комплексе с обычными профилактическими медицинскими осмотрами, диспансеризацией взрослого населения, профильными специалистами, я уже сказала, это акушер-гинеколог у женщин и уролог у мужчин. В принципе, пройти одновременно можно эти методы профилактических осмотров, и мы рекомендуем одновременно проходить их, потому что каждый из них является дополнением друг друга. Резида Арифовна, что сказать тем пациентам, молодым людям, девушкам, которые говорят о том, что да я себя хорошо чувствую, ничего не болит, беременность не планирую. Все же нормально, зачем идти? Дело в том, что профилактические медицинские осмотры, в том числе диспансеризация с целью оценки репродуктивного здоровья, основная цель их заключается в том, чтобы среди считающих себя абсолютно здоровыми граждан можно было бы выявить заболевания репродуктивной системы, опять-таки на стадиях развития. Но кроме выявления заболевания, также мы проводим оценку факторов риска развития репродуктивных проблем. Поэтому очень важно проходить их ежегодно до того момента, как появились жалобы у пациента. Тогда, когда заболевание имеет уже какое-то клиническое проявление, естественно, лечение будет менее эффективным на более поздних стадиях.
Резида Арифовна, вы руководите центром, медико-генетическим центром Республики Башкортостан. Расскажите, вот какая-то есть статистика у нас на сегодняшний день? Вот мы говорили о статистике диспансеризации, а вот как у нас в целом сегодня именно с рождением детей, именно какие есть проблемы? Основная проблема, с которой мы сталкиваемся в своем центре, это проблема отсроченного материнства, потому что возраст, он против нас. С возрастом истощаются и снижается способность к зачатию, как у женщин, так и у мужчин. Появляются дополнительные хронические заболевания, которые отягощают и наступление беременности, и течение беременности. Поэтому мы рекомендуем своим пациентам все-таки своевременно реализовывать свои репродуктивные планы, не откладывать материнство, обращаться своевременно для того, чтобы иметь своих любимых долгожданных детей. Но многие сейчас апеллируют тем, что есть же замороженные биоматериалы. Это вообще крайняя мера на сегодняшний день, и это недостаточно эффективная мера для того, чтобы достичь результата. Поэтому не стоит откладывать и надеяться на эти вспомогательные репродуктивные технологии. Гораздо лучше реализовать свою функцию репродуктивную, родить своих детей молодом, красивым, в активном возрасте. Пусть даже это будет студенческий возраст. Мы карьеру сделать, получить образование, заработать деньги можем в любом возрасте, а родить ребенка, к сожалению, у нас возраст очень ограниченный. Это заложено самой природой, ограничение этого возраста. Ну вот сейчас мы гораздо чаще встречаем таких случаев, когда женщины становятся мамами после 40 лет. Вот насколько это может быть актуально сейчас? Многие говорят, ну вот же есть, вот родили после 40, поезд не ушел. Статистика говорит о том, что после 40 лет гораздо сложнее добиться и достичь беременности, даже с использованием вспомогательных репродуктивных технологий. Особенно во вспомогательных репродуктивных технологиях в ЭКО это очень очевидно. То есть женщины, которые перешли рубеж 40-летней, беременность им дается гораздо сложнее, не только им и медицинским работникам. Это, можно сказать, золотые дети. Да, действительно, после 40 лет очень много женщин сейчас беременеют и рожают. Исходы хорошие, благоприятные, то есть возраст не является на сегодняшний день какой-то преградой, но все-таки мы стараемся ориентировать наших пациентов на рождение детей в более молодом возрасте, потому что после 40 лет мы понимаем, что есть сопутствующие заболевания, возрастные особенности. Это, конечно же, осложняет ситуацию очень серьезно. Ну и согласитесь, что СМИ зачастую пишут именно о хороших случаях, о том, что нет же такой статистики, что после 40 лет там беременность прервалась, невынашивание какое-то и так далее. Да? По статистике гораздо чаще осложнения беременности встречаются с возрастом. То есть после 40 лет? Даже после 35 лет, по данным Всемирной организации здравоохранения, гораздо чаще встречаются осложнения беременности, проблемы с зачатием. Поэтому мы рекомендуем все-таки до 35 лет родить своего ребеночка. Резида Арифовна, если наши пациенты, зрители нашего телеканала, которые смотрят интервью, решили уже прийти на обследование именно и репродуктивную диспансеризацию, куда нужно обратиться? Нужно обратиться в поликлинику или в женскую консультацию по месту прикрепления. Сказать, что вы хотите пройти диспансеризацию с целью оценки репродуктивного здоровья, записаться на прием к врачам профильным. Еще раз напоминаю, акушер-гинеколог для женщин и уролог для мужчин. И пройти диспансеризацию. В рамках диспансеризации первого этапа проводится в первую очередь анкетирование. Анкетирование и опросники – это достаточно успешно применяемый инструмент в скрининговых программах во всем мире. Наша страна – это не исключение. И мы тоже проводим анкетирование и опросники у наших граждан для того, чтобы получить максимальную информацию о состоянии здоровья и об особенностях образа жизни, что тоже влияет на репродуктивное здоровье. Далее, при консультации в возрасте от 18 до 29 лет у женщин на первом этапе мы также осуществляем забор материала на
инфекции, передающиеся половым путем. В возрасте от 30 до 49 лет обследование на инфекции, передающиеся половым путем, проводится на втором этапе. И с этого года, с 2026 года, у нас в рамках диспансеризации с целью оценки репродуктивного здоровья проводится также скрининг на вирус папилломы человека каждые 5 лет. В этом году это обследование могут пройти женщины в возрасте 21, 26, 31, 36, 41, 46 лет. Обследование на вирус папилломы человека проводится в рамках скрининга рака шейки матки. Ну и что бы вы сказали нашим телезрителям, которые сейчас вот откладывают или не идут на обследование? Мы приглашаем всех граждан репродуктивного возраста от 18 до 49 лет пройти оценку своего репродуктивного здоровья. Это делается абсолютно бесплатно. Проводится ежегодно. Мы рекомендуем ежегодно проводить это обследование для того, чтобы понимать, иметь информацию о состоянии своего репродуктивного здоровья, принимать решения, исходя из полученной информации, и быть очень внимательными, потому что репродуктивное здоровье – это еще и качество нашей жизни в том числе. Для того, чтобы обеспечить себе активное долголетие, здоровое в том числе. Лиза Арифовна, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали о тех вещах, которые мы вроде бы понимаем, но когда мы услышим еще раз, мы задумаемся, и уже вот тогда начинаем действовать. И действительно, наше репродуктивное здоровье очень важно для будущего и наших, и нас самих, и наших детей, и наших внуков тоже. Спасибо огромное. Спасибо вам. Это была программа «Интервью». На наш ответила Резеда Юлбарисова. Это заведующая Центром охраны здоровья семьи и репродукции Республиканского медико-генетического центра, главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Министерства здравоохранения Республики Башкортостан. Я Роза Хабибуллина. Спасибо, что были с нами.